Жители Кабула не согласны с приходом боевиков. В городе состоялась демонстрация в честь Дня независимости Афганистана. Горожане прошли по одной из улиц с гигантским флагом республики. Буквально несколько дней назад именно этот госсимвол развивался на зданиях. Сейчас его заменяют белым полотнищем движения «Талибан», запрещенного в России. Талибы еще не контролируют всю территорию Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Действительно, в стране есть один регион, где не признали новую власть. Это провинция Паншер. Примерно в 100 километрах от Кабула. Здесь собираются все военные, которые отказались сдаваться боевикам. Один из лидеров сопротивления – полевой командир Ахмад Масуд. Ему 32 года. Он в том числе учился в британской военной академии. А его отец Ахмад Шах Масуд в 90-х годах был в числе руководителей Северного альянса. Это объединение военачальников, сражавшихся против талибов. Под крылом альянса были несколько провинций республики. Теперь сын Масуда-старшего группирует силы, которые будут бороться с радикальными исламистами. К вооруженной оппозиции также примкнул вице-президент Афганистана Амрулла Салих. Несколько дней назад он объявил себя временным главой государства, пока Ашраф Гани в бегах. Противники талибов уже провели марш в одном из городов Паншера, а сейчас усиленно тренируются. Но новым отрядам нужно оружие и боеприпасы. Ахмад Масуд обратился к миру за помощью. Я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке перед Конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях. А вот талибы, в свою очередь, вооружены на уровне подразделений НАТО, пишет немецкое издание «Фокус». Боевики захватили почти 1 миллион единиц оружия и миллиарды боеприпасов, от автоматов до артиллерии. Есть среди трофеев и бронеавтомобили, и даже боевые дроны. Все это досталось от отступающих афганских правительственных войск. Сам арсенал поставили Соединенные Штаты. Также радикалы получили в распоряжение почти 100 вертолетов, в том числе машины, которые афганцам прислали еще во времена СССР.